В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Дело Виджия Кашка. Суд с риском для жизни. Что происходит с фигурантами дела Виджия Кашка? В чем причина того, что их здоровье оказалось подорванным за время заключения, и повлияет ли этот фактор на исход дела? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Медат Халилов. Добрый день. Прямой эфир. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 КГц в 8:35 и в 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и в 12:10 по Киеву, а также на волне 105,9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926. Бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Адвокаты обвиняемых по делу Виджия Кашка, Казима Аметова, Асана Чапуха и Бекира Дегерменджи заявили об ухудшении состояния здоровья своих подзащитных. Из-за госпитализации Асана Чапуха во время суд был перенесен на 24 января. Это уже второй перенесенный суд, так как фигуранты дела из-за состояния здоровья не могли принять участие в процессе. Напомню, что 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их подозревают в вымогательстве средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Позже женщина скончалась. По этому поводу начато адвокатское расследование. Крым в центре внимания. Адвокат Асана Чапуха Айдер Азаматов накануне сообщил Крым Реалии о состоянии своего подзащитного. Состояние пока удовлетворительное, я так могу сказать. Он в больнице 6-й городской. Он доставлен был с внутренним кровотечением. Сегодня должен был быть обход врачей, которые должны были ему сказать, что ему можно кушать и на какое время он там будет находиться. Я пока не знаю эту информацию, сколько он там будет находиться. И пока не знаю, что ему можно кушать, что нельзя кушать. Но, по словам Асанага, он предполагает, что не меньше 10 дней. Это вот что касается его ситуации. Также он рассказал, что ввиду болезни Асана Чапуха дело пока на начальной стадии. Дело, знаете, пока-то мы не начали даже слушать дело. У нас было одно предварительное заседание, где определились порядком, как там будет представлено доказательства, кто первый начнет, кто второй. Все, по сути, там мы не рассматривали больше, потому что Асанага уже второй раз не может явиться по состоянию здоровья. Пока ничего не могу сказать. Тут пока ничего не оценивает. Мы только на начальном этапе рассмотрения дела. Накануне эфира мы также связались с адвокатом Казима Аметова Эмилем Курбетдиновым. Он рассказал о резком ухудшении здоровья своего подзащитного. Мой подзащитный Аметов Казим Ага. На последнем судебном заседании я утром не узнал, я его таким еще не видел. Это очень подавленный человек, видно, что он очень болеет. Он сильно задыхался. Когда его привели в клетку, я видел, как он задыхается, он очень сильно отдышка. Я когда спросил, что случилось, что такое, он сказал, что его здоровье очень сильно ухудшилось, у него постоянная нехватка кислорода, давление, глаза вообще плохо видят. И он сказал, что написал по этому поводу в администрацию СИЗО. Ему начали иногда делать какие-то уколы, он не знает какие, говорит, но пользу я от них вообще не чувствую. И он мне сказал, что Эмиль, я вообще очень сильно сдал по здоровью в последнее время, и это также связано с условиями, в которые в камеру его перевели. Его перевели в специальный блок, стержнов так называемый. Он говорит, что там очень сильная сырость, холодно и так далее. И вот это тоже, говорит, меня очень отопило. То есть, состояние здоровья, конечно, очень критическое, так скажем. Мы отправили уже соответствующие жалобы. Буквально сегодня еще доработали. Это Москалькову омбудсману российскому,
также будет СИЗО и в прокуратуру. И уже вот сегодня даже подали в прокуратуру по поводу того, чтобы они провели соответствующую проверку и вот оказали медицинскую помощь и освидетельствование, да, Казима Аметова. Адвокат поделился ожиданиями от будущего судебного процесса. Ну, от суда это как бы риторический вопрос на протяжении 5 лет. Мы ожидаем только одного. То есть, дай бог, чтобы я ошибался. Ну, это будет, скорее всего, обвинительный приговор. Вот. Мы планируем говорить о том, что эти люди, они не вымогатели, как их хотят представить. Вот. Они стали жертвами, вот, опять-таки, репрессий, которые проходят уже не один год. Из-за этого уголовного дела погибло ветеран национального движения «Ведье Кашка», и в критических состояниях находятся практически все обвиняемые, да, по этому делу. Люди преклонного возраста. А с нами на связи сейчас дочь Казима Аметова, Наджие Аметова. Наджие, здравствуйте. Селям алейкум. Селям алейкум. Скажите, вы обратились к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой помочь в деле вашего отца. Получили ли вы ответ и какие действия будут приняты с ее стороны? Ответ я получила. Я обращалась к Людмиле Денисовой дважды. Дважды она говорила о том, ну, точнее, на своей странице Facebook. Она публиковала письма, которые она отправляла Москальковой в Москву, чтобы она как-то повлияла на ситуацию с моим отцом и другими политзаключенными, которые сейчас находятся в ужасных условиях в спецблоке Симферопольского СИЗО. Там сыро, там холодно. Все мы понимаем, что в СИЗО кормят ужасно. Их элементарно не выводят на прогулку, что, ну, я уже неоднократно говорила об этом. И поэтому они постоянно дышат этой сыростью. Но, на мой взгляд, это просто издевательство над людьми, потому что, мне кажется, в этой тюрьме так не относятся даже к убийцам. А их судят по какой-то очень странной строгости, честно говоря, мне непонятно. Также вы говорили, что не можете доставить лекарства отцу, и у меня вот такой вопрос, с какими болезнями на данный момент борется Казим ага и что говорят врачи? На самом деле папа на протяжении полугода писал заявление, чтобы его вывезли в больницу пройти медицинский осмотр. Вывозили его один раз, там не работал рентген, еще что-то не работало. В общем, пообещали вывезти в другой день. Но по сегодняшний день, это было, на секундочку, в начале декабря прошлого года. По сегодняшний день его больше повторно не вывозили в больницу. То есть обследование он не проходил, поэтому какие именно болезни я сказать вам не могу, потому что это, ну, должен подтвердить медик. Но у него сейчас очень болят почки. У него приступы удушья. Понятно, что у него болит спина, и он постоянно практически лежит. Я не знаю, с чем это связано, но на последнее заседание суда он приехал отекшим. Если вы видели видеосъемки с предыдущих судов, то мой папа всегда улыбался, всех приветствовал, как-то вот пытался показать, что все в порядке. Вот это видео, которое было с последнего заседания суда, меня, честно говоря, напугало, потому что он жутко отекший, не улыбался, и, видимо, ему там не совсем хорошо. И вот как раз вы подвелись, в принципе, сами к следующему вопросу. Это какое его моральное состояние на данный момент, и если вы с ним беседовали непосредственно, какие ваши ожидания и его ожидания от приговора? Какой вы приговор ожидаете, вернее? Нет возможности с ним общаться. Да и ни у кого из родных нет такой возможности. Мы видимся только на судах и общаемся способом там перекрикиваясь, я не знаю, судью там или еще что-то крикнуть просто, знаете. А так адвокат, он передает, что в принципе он держится. Физически ему не очень хорошо, но духом он старается не падать, как и все остальные. Вот. Он, конечно, переживает, расстраивается больше из-за нас, из-за своей семьи, потому что он там больше беспокоится о нашем состоянии.
Вот. Ну, я также через адвоката передаю, что и мы не падаем духом, надеемся на лучшее, но понимая, где сейчас находится мой папа, и он понимает, и мы понимаем, что вряд ли это будет оправдательный приговор, вряд ли что-то будет использовано в нашу пользу, вряд ли какие-то доводы и доказательства их невиновности будут рассмотрены там и как-то прикреплены к делу. Я думаю, что это будет обвинительный приговор. Да и папа, мне кажется, тоже так думает. Спасибо. С нами на связи, напомню, была дочка Зима Аметова, Наджия. А сейчас мы идем дальше. И вот, накануне адвокат Бекира Дегирменджи Эдем Семедляев в комментарии радио «Крым Реалии» рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного. Бекир Ага находится относительно более-менее нормальном состоянии. Единственное, я говорю относительно, потому что действительно человека уже больше года содержат в медсанчасти в следственном изоляторе. Это говорит о том, что состояние его такое, что его в общих камерах нельзя содержать, а только лишь в медсанчасти. Хочу напомнить о том, что ровно год назад, в декабре, он попадал в реанимационное отделение 7-й горбольницы после кризиса с дыхательными путями. Несмотря на то, что мы писали огромное количество жалоб, заявлений, что человеку плохо, у него ухудшилось здоровье, никто на это не реагировал. И только когда наступил критический момент, и он уже потерял сознание, только после этого вызвали скорую и направили его в реанимацию. На сегодняшний день более-менее он себя чувствует. Также он рассказал об условиях его содержания. Условия, конечно же, не соответствуют тем стандартам, которые прописывают. Поэтому, у всей Российской Федерации, в принципе, такая ситуация. Поэтому почти в каждом деле, если человек жалуется в Европейский суд по правам человека, то на условия содержания он обязательно тоже жалуется. Потому что он не соответствует никаким стандартам. Это и перелимит в камерах, это несоответствие квадратуры, это несоответствие питания, температурный режим, вода, санузел, то есть все, вот это вентиляция, оно не соответствует. Поэтому Европейский суд в основном всегда присуждает компенсации именно по содержанию. Адвокат рассказал, насколько качественно его клиент получает медицинскую помощь. Медицинскую помощь каким образом оказывают? Максимум, что это придет фельдшер и посмотрит Бекир Ага, выпишет какие-то лекарства, родственники эти лекарства передают, и он получает те лекарства, которые передали родственники. Вот это все лечение. Я этот момент не контролирую всегда, то есть это супруга в основном, она и медик, и она занимается этим. Там целая система тоже. То есть необходимо обратиться к врачу или фельдшеру следственного изолятора. Он выписывает лекарства, которые необходимы. Потом берешь в аптеке эти лекарства, берешь все сертификаты, чеки, все большое количество бумаг. После этого с направлением врача и со всеми этими сопровождающими документами сдаешь в окошко передатчик. И только тогда, по-моему, передают. Не знаю, как у остальных, то, что Бекир Ага выписывают, вроде бы пока принимают. Эдем Семедляев рассказал, чего ожидает от суда над подзащитным. Следствие уже закончилось, уже дело находится в Киевском районном суде города Симферополя, и никак мы не можем начать судебное следствие в связи с тем, что уже второй раз отложилось судебное заседание из-за болезни Асан Ага Чапуха. Поэтому я, конечно, не знаю, что мы с этим будем делать, и мы на последнем суде уже ходатайствовали об изменении меры пресечения нашим подзащитным. Мы понимаем, человек болеет, человек находится в больнице, но от этого нашим подзащитным не легче. Если бы суд изменил меру пресечения хотя бы на домашний арест, то есть не отпускал, а просто изменил, это такой же арест, только человек находится в доме, и его здоровье не настолько будет ухудшаться, как он находится в следственном изоляторе. Но судья даже не стал рассматривать, сказал, что рассмотрит в следующем судебном заседании. Поэтому я даже не знаю, если продолжится болезнь Асан Ага, что будет дальше. А по самому процессу, конечно же, мы будем представлять свои доказательства невины наших подзащитных. Это я пока не хочу озвучивать, какие именно доказательства.
для того, чтобы наши оппоненты не смогли как-то контраргументы высказать или подготовить. Поэтому, предпримем все те действия для того, чтобы доказать невиновность наших подзащитных. На справедливое и честное рассмотрение не всегда приходится полагаться. Будем делать, несмотря ни на что, будем делать все от себя зависящее, чтобы доказать все-таки то, что те доказательства, которые следствие собрало, они недостаточны для того, чтобы людей обвинять в вымогательстве. А я напомню, что мы продолжаем обсуждать дело Виджие Кашка, и мы выслушали адвоката Бекира Дегерменджи Эдема Смедляева. Он рассказал о состоянии своего подзащитного, а я хочу напомнить, что мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 КГц и также на волнах 105,9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан, а также для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. А сейчас у нас есть слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, это Александр из Москвы. Добрый день всем, кто слушает на 549 кГц радио Крым Реалии. И у меня 3 вопроса. Первый вопрос: насколько удается доносить до европейских институтов о состоянии крымского народа в Крыму оккупированном? И второе, кто помогает из российских правозащитников, куда удается обращаться уважаемым людям? И третье, вообще, как ухудшается или на прежнем состоянии права крымских татар? Потому что я так наблюдаю из Москвы, повторюсь, я из Москвы, это правда? Что с каждым годом наши негодяи, московские, кремлевские, все больше и больше ухудшают положение и крымских татар. Про украинских я мало чего слышу, а с татарами, да, дело плохо. И мне просто интересно, насколько плохо. А вам, как всегда, удачи и спасибо за ту работу, которую вы делаете. Спасибо большое. По поводу вопросов. На ваши вопросы, наверное, ответит один из наших спикеров. А по поводу статистики, по поводу прищемления, опять же, ущемления прав крымских татар, вы можете посмотреть проверить информацию у правозащитников. А мы едем дальше, и у нас на связи дочь Бекира Дегерменджи, Мавиле. Мавиле, селям алейкум. Селям алейкум. Расскажите, пожалуйста, каково состояние вашего отца, с какими проблемами на данный момент вы столкнулись? Что я могу сказать о его состоянии? К сожалению, я сейчас не в Крыму, я в Киеве нахожусь, но со слов мамы, со слов адвокатов, СМИ, я знаю, что состояние у моего отца удовлетворительное. Знаете, удовлетворительное в каком, плане? Если смотреть на ситуацию, последние, события, это Эдема Бекирова состояние здоровья, то, конечно, у моего отца сейчас гораздо лучше. Но, опять-таки, это на его фоне. Но не стоит забывать, что у моего отца уже хроническая астма. После того, как он попал в реанимацию, его болезнь усугубилась, и это с ним останется на всю жизнь. У него есть жизненно необходимые лекарства, которые он теперь будет принимать на протяжении всей своей жизни. И если он не будет их принимать, то возможен летальный исход. Поэтому мы всячески стараемся отправлять ему лекарства, чтобы как-то его поддерживать. Но есть проблемы с сезонными обострениями. В каждый период, осенью, зимой, весной и летом у него есть такие периоды, когда у него состояние здоровья ухудшается. Буквально недавно он простыл очень сильно, задыхался. И я знаю, что на суд он тоже, когда приехал, он задыхался. А во всем остальном, мы стараемся поддерживать его лекарствами, но с лекарствами тоже есть определенные трудности. Передавать в СИЗО их сложно, потому что там очень большой процесс. Не всегда что-то принимают, но по мере всего возможного мы стараемся делать все, что есть в наших силах.
Скажите, как давно вы с ним общались и в каком моральном духе он на данный момент находится? Как он воспринимает на данный момент свое положение в СИЗО? И, если я не ошибаюсь, он как раз-таки под домашним арестом уже. Как вообще он на все смотрит и какие ваши ожидания, непосредственно его ожидания? Это вы, извините, вы сказали под домашним арестом, это вы про брата моего или про отца? Я про отца сейчас. Про отца он не под домашним Не арестом. под домашним. Мой отец, Ага. да, мой отец находится в СИЗО. Я прошу прощения, Под это домашним- я спутал, Ничего да, страшного. да. Под домашним арестом Асан Чапух. С отцом я, как это назвать общением, я общалась с ним на суде буквально 3 секунды. Мне удалось с ним поздороваться и просто передать ему там слова своей поддержки, да. В целом, что я хочу сказать. Состояние у него психоэмоциональное хорошее, будем так говорить, бодрое. Но на фоне всех событий, затягивания этих судов, да, бесконечно, вот сейчас в связи с состоянием здоровья Асана Чапуха, как бы у них затягивается процесс. И я хочу сказать про всех фигурантов этого дела, что они немного устали, им сложно. Я хочу отметить, что они в преклонном, да, достаточно возрасте, как бы, и все это их угнетает. Но в целом, по мере возможности, они, конечно же, держатся. Но я бы хотела отметить состояние одного из фигурантов этого дела, это Руслана Трубача, которого поместили, да, в спецблок вместе с Эдемом Бекировым. У Эдема Бекирова, как известно, очень много проблем со здоровьем. Он в крайне критическом состоянии, но на это не реагирует, но рядом с ним находится Руслан Трубач, который, старается ему помочь, но, как мне рассказывали, у человека просто уже он на грани нервного срыва, да, из-за всего этого происходящего, потому что бездействие властей, сотрудников СИЗО, и вообще в целом адвокаты все, что могут, делают, но, к сожалению, вы знаете, да, что с Российской Федерацией это ничего не прокатывает, и как бы они по сей день там. Я хочу отметить, что если все будет продолжаться так и дальше, то силы, конечно, наших уважаемых людей, они на исходе, они уже устали, это видно. И я не знаю, прогнозов у меня, к сожалению, нет, и не положительных, и не отрицательных, потому что все настолько непредсказуемо. А скажите, пожалуйста, в случае, например, обвинительного приговора, о котором говорил непосредственно Эдем Смедляев, как вы будете действовать дальше, какие действия будут предприниматься? Естественно, все это будет согласовываться с адвокатами, с правозащитниками, все должно быть сообща, да, чтобы мы все действовали в одном направлении. Но, вы знаете, честно, я не могу вам даже ответить конкретно на этот вопрос, потому что как дочь, да, я даже пока боюсь думать об этом. Но будем предпринимать все меры, стучаться во все двери, куда возможно. Я надеюсь на поддержку украинских властей, мирового сообщества. Касательно поддержки украинских властей, дочь Казима Аметова написала Людмиле Денисовой, омбудсмену украинскому, с просьбой помочь. От вас ожидать ли нам таких действий? Я вам так скажу, что, конечно, у Казима Аметова, Руслана Трубача, Эдема Бекирова, они находятся в спецблоке, и там действительно отвратительные условия. Это стоит того, чтобы обращаться, да, к Людмиле Денисовой. Мы обращались к ней, когда у нас были проблемы со здоровьем, когда моему отцу дали форму номер 3, которая запрещает находиться человеку с такими заболеваниями в СИЗО. Нас просто проигнорировали, ее не учли, сказали, что ему можно находиться. Это все произошло после похода следователя, да, в 7-ю горбольницу. И нам отказали, да, чтобы его перевели под домашний арест. Мы обращались к Людмиле Денисовой, но нам тогда ответили на это. Людмила Денисова обратилась к Москальковой, и Москалькова ответила, что состояние его удовлетворительное, и условия содержания у него соответствуют всем нормам. В медсанчасти условия гораздо лучше, не гораздо, а немного лучше, чем в общих камерах. Поэтому обращаться к Людмиле Денисовой по условиям содержания мы пока не планируем, так как вроде в целом хоть немного, но у него удовлетворительно там в камере.
Мгм. То есть можно сказать, что вы, наверное, будете продолжать биться за домашний арест. И вот в конце концов хотелось бы мне у вас спросить, вот как дочь вы ждете, надеетесь на то, что его переведут, и все же насколько реально расцениваете эти шансы на то, что его переведут под домашний арест? Вы знаете, если смотреть с точки зрения маленькой, будем так говорить, девочки, да, позиции маленькой девочки, которая верит в чудо, естественно, я верю, что все будет хорошо, все закончится, его переведут под домашний арест и вообще в целом освободят. Но это если рассматривать с позиции маленькой девочки. Но если смотреть на все вещи реально, то я иногда боюсь, конечно, этих мыслей, но мне кажется, хоть какой-то приговор, хоть какой-то срок они им дадут. Но все же все наши молитвы, все направлено на то, чтобы их освободили. И вы знаете, я верю во Всевышнего, я верю только в Его милость. Когда освободили под домашний арест моего брата, честно говоря, мы тоже ехали и не знали, что его сегодня освободят. Но так произошло, да, произошло чудо, и его освободили под домашний арест в зале суда. Поэтому все впереди, я не знаю, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо. А я напомню, что с нами на связи была дочь Бекира Дигирменджи Мавиле. И также я хочу напомнить, что мы сегодня обсуждаем тему дела Веджие Кашка. И хочу напомнить, какой приговор ожидает Эдем Смедляев. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. А мы сейчас послушаем комментарии адвоката Эдема Семедляева, который рассказал нам, что ожидает от решения суда. Следствие уже закончилось, уже дело находится в Киевском районном суде города Симферополя, и никак мы не можем начать судебное следствие в связи с тем, что вот уже второй раз отложилось судебное заседание из-за болезни Асана Чапуха. Поэтому я, конечно, не знаю, что мы с этим будем делать, и мы на последнем суде уже ходатайствовали об изменении меры пресечения нашим подзащитным. Как бы мы понимаем, человек болеет, человек как бы находится в больнице, но от этого нашим подзащитным не легче. Если бы суд изменил меру пресечения хотя бы на домашний арест, да, то есть не отпускал, а просто изменил, это такой же арест, только человек находится в доме, и его здоровье не настолько будет ухудшаться, как он находится в следственном изоляторе. Но судья даже не стал рассматривать, сказал, что рассмотрит в следующем судебном заседании. Поэтому я даже не знаю, если продолжится болезнь Асанага, что будет дальше. Ну а по самому процессу, конечно же, мы будем представлять свои доказательства невины наших подзащитных. Это я пока не хочу озвучивать, какие именно доказательства, для того, чтобы наши оппоненты не смогли как-то контраргументы высказать и подготовить. Поэтому, предпримем все те действия для того, чтобы доказать невиновность наших подзащитных. На справедливое и честное рассмотрение как бы не всегда приходится полагаться. Будем делать, несмотря ни на что, будем делать все от себя зависящее, чтобы доказать все-таки то, что те доказательства, которые следствие собрало, они недостаточны для того, чтобы людей обвинять в вымогательстве. Ну что ж, а мы будем ждать именно эти доказательства Эдема Семедляева, которые он должен предоставить суду, доказательства невиновности своих подзащитных. А я хочу напомнить, что это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также в нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите наши видеотрансляции эфиров. В студии для вас работал Медат Халилов. Я прощаюсь с вами. Будьте с Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.